Здравствуйте. По традиции время вечерней смены, подведение итогов дня. 5 августа в Республиканской научной библиотеке пройдет встреча с исполнительным директором Северокавказского мультикультурного фестиваля имени Гайто Газданова Таймуразом Кукоевым под многообещающим названием «Осетия, Кавказская Швейцария». И сегодня организатор мероприятия у нас в студии готов поделиться своими ожиданиями от данного события. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Вам спасибо. А что планируется обсуждать в ходе данной встречи? На этой площадке мы решили собраться, общественные деятели, предприниматели, даже приглашаем гостей города, республики, чтобы мы в целом поговорили о том, что творится, что происходит у нас сейчас в области малого, среднего предпринимательства, именно касающейся туризма и отдыха. Вот как получилось, как мы пришли к этой идее. Но ведь в последнее время достаточно много внимания уделяется этой сфере. Этого не хватает? Очевидно, что наш опыт, который мы имеем, в прошлом году мы в этой студии об этом говорили, был основан фестиваль, мультикультурный фестиваль Северокавказский имени Гайто Газданова, имени прославленного нашего писателя, всемирно известного, его основателей Захар Прилепин и Черме Мурашев, наш земляк. И когда мы уже провели ряд мероприятий и посетили гости, были приглашены многие спикеры, мы, естественно, показали всю нашу природу, показали все наши значимые культурные места, историческую архитектуру города. И было такое ощущение, что надо чуть-чуть подтягивать те сферы. У нас есть дивные красоты. Мы же знаем, у нас такие ущелья, такие горы, которые люди удивляются. И наши гости, приезжая, нам делали много комплиментов, какая природа. Но сфера малого предпринимательства – это общепит. Это элементарные условия, санузлы, элементарные условия. Они до сих пор нуждаются в том, чтобы мы наладили это. У нас менталитет, видимо, такой, что какие-то сферы местный предприниматель, может, за это не хочет браться. Я не знаю, почему до сих пор санузлы, элементарные санузлы, и мы об этом говорим уже ряд лет. Но мы можем пригласить со стороны, допустим, тех, которые за это возьмутся, дать им возможность, и все это будет работать. Стыдно просто, понимаете? И в этом ключе мы будем обращаться к руководству города. Мы будем говорить о том, что какие новые возможности у нас есть в нашей республике. Даже мы берем наш город Владикавказ, какая архитектура, но опять же проходим по проспекту, надо что-то подправить, надо что-то сделать, потому что очень делается много, да, вы правы. Конечно, делается. Но мы для этого и говорим, какие болевые точки еще есть. Мы не подходим к какой-то оголтелой критике или, допустим, в каком-то негативном свете. Наоборот, мы говорим нашим гостям, что у нас очень красиво. Небывалый рост посетителей в сфере туризма, в сфере отдыхающих. Мы должны учитывать это, воспользоваться, потому что я не помню, на моей памяти не было такого. И внешние политические аспекты нам позволяют принимать уже столько гостей. И мы должны развернуться, мы должны это воспринять как сигнал к тому, чтобы они приезжают, бывает у них и возможность, и хотят в какую-то сумму потратить, да, и они готовы это сделать. Но нам надо уже наладить сферу услуг, и это в наших силах. Там нету сверхъестественных каких-то да, параллельно есть мегапроекты, которые мы знаем в сфере культуры, может быть, более отдыха и туристической индустрии, большие мегапроекты. Но о малом и среднем предпринимательстве мы должны все-таки на это обратить внимание, потому что это скамеечка, это ровное такое место. Может быть, это сквер в черте города, может быть, это будет остановка, может, это будут, опять же, те же элементарные аспекты, которые попадают в компетенцию сферы малого и среднего предпринимательства. А это есть то, что люди на это обращают внимание. Элементарно приезжая ежедневно, автобусы целые, автобусы приезжают туристов в город, выезжают за город и опять же сталкиваются не с мегапроектами пока, но сталкиваются с элементарными удобствами. Это убрать специально отведенные места для мусора,
Это все это в наших силах. Это все больших затрат не требует. Если это нужно, мы волонтеры, мы можем прийти на помощь тем, кто этим занимается, и подсказать, помочь реально. Вот об этом наша встреча. Здесь, вы знаете, а к кому обращаться? Ведь сложно же рассчитывать на людей, которые просто в какой-то мере, может, даже не держат это близко к себе. Но мы, живущие здесь, в Осетии, и намереваясь, мы здесь, нам уезжать некуда. Мы хотим здесь жить и хотим обустроить то, что нас окружает. И в конце концов это должны те, которые, от кого это зависит, те решения, кто принимает, и со стороны помочь государства, и дать возможность предпринимателям заняться этой сферой и помогать им. Вот это, об этом наша встреча. И поэтому в число приглашенных лиц вы включили кого? Включили мы вот фонд поддержки предпринимательства вот, республиканский, приглашаем и комитет по туризму, приглашаем тех предпринимателей, которые нам уже звонили, говорят, ну вот мы занимаемся этим, очень интересно было, какую новизну, какого ноу-хау вы будете обсуждать. Но опять же, мы намерены еще раз обратить на эту тему внимание наше руководство республиканское и, наверное, понять, что прежде всего совместными усилиями, мы это слово любим, совместные, но когда вот, видимо, там надо что-то строить, там надо что-то реализовать, у нас есть эти возможности, и креативные ребята у нас есть, сколько арт-объектов создано и создаются. Этих ребят тоже мы приглашаем. Есть у нас те, которые сами за свои личные средства, они реализовывают проекты в этой же сфере, хотя терпят убытки, хотя у них получается форс-мажор, фиаско, но они не отступают. Ну разве это не сегодняшний, завтрашний день нашей республики? Вы сказали, что участники ожидают каких-то новшеств, ноу-хау. Действительно, они не обманутся в своих Ноу-хау ожиданиях? действительно заключается в том, что вот фестиваль, который был основан, культурный фестиваль, мы его, скорее всего, в этом году будем проводить уже в сжатом формате. Слово «фестиваль» вытесняем, потому что сейчас повестка дня текущая такая сложная. И мы, опять же, приглашаем именитых гостей, того же самого Захара Прилепина. Это будет где-то октябрь месяц, вот так. И опять динамика, хороший информационный повод, опять вот общее социальное самочувствие сейчас нуждается в поддержке, духовной прежде всего. Мы должны поддерживать себя в это непростое время. Поэтому те люди, которые вот сейчас, может, зрители смотрят нас, если они будут гостями нашей встречи и услышат себя в том, что они излагают свои планы, излагают свои какие-то, может быть, какое-то видение, и их услышат, их, значит, проекты будут реализовываться. Вот это же уже часть достижения нашей программы, нашей вот рабочей программы этой встречи. Поэтому сейчас надо обратить внимание на тех, кто идет с инициативами в органы власти. Это на местах, это в районах, это в республике. На них надо обратить внимание, потому что, как говорится, это хлеб-соль. Это же наши ребята, которые инициативные, талантливые. Они не уезжают, многими я встречаюсь, лично знакомые, они хотят здесь жить в Осетии, любят Осетию. Даже я затрагиваю наших южных братьев, потому что тоже сфера туризма там нуждается тоже в поддержке. И вот сейчас огромная концентрация автомобилепотока туристического в сторону Верхнего Ларса, в Грузию. Но мы же можем перенаправить. Это же в наших силах. Что там сложного? Там же такие же красоты. Там же такой же климат, уникальный, сухой климат. Это можно создавать. И об этом мы будем говорить. Хорошо, что вы нашли время и пригласили вот по столь значимому вопросу. Потому что, я думаю, кто-то нас услышит. Кто-то нас, вот, может быть, уже мы встретимся с теми, от кого это зависит. И будем дальше продвигать вот этот... историю, новую историю Осетии в области туризма и отдыха. Промышленная Осетия уже была, она есть и была славный промышленный город Владикавказ, Осетия. Сейчас, наверное, и наступили другие времена, и надо все вместе. Вот, надеюсь, что это
не только мое мнение. Почему? Потому что, встречаясь именно с коллегами, вот теми же предпринимателями, есть какой-то пессимизм. Но я говорю, ребята, есть люди, которые приходят на готовое, это одна категория людей, а есть люди, которые создают с нулевого цикла. А с чем связан пессимизм и вот Пессимизм заниженные такой, что, ожидания? мне кажется, что вот недостаточное внимание вот, чиновников, потому что Не ощущают поддержки? прежде всего, вот, вы знаете, я тоже думал, что прежде всего это в первую очередь это материальная поддержка. Ну, а она должна начинаться с духовной поддержки. Они должны знать, что если даже, многие даже говорят, нам не нужны никакие государственные эти средства. Мы за свои, но боимся, завтра мы будем, значит, реализовывать свои проекты, и в какой-то момент какой-то чиновник приедет, скажет, нет, не подходит, значит, демонтируйте и так далее. Понимаете? То есть определенность, определенные гарантии, что предприниматели среднего, малого бизнеса в сфере туризма, отдыха должны получить преференции, гарантии от государства, что их не будут трогать, когда они будут реализовывать уже согласованные, конечно, совместно согласованные проекты. Вот это наиважнейшее. У нас даже вот первая причина, многие на это ссылаются, что мы готовы даже изыскать свои средства. Не столько ссылаться, допустим, на господдержку, а своими средствами идти вперед. Но боимся, если мы их реализовываем, как завтра все сложится. А что там такого? Если вот налажена какая-то инфраструктура, вот эти красивые объекты общепита, небольшие, мы говорим о небольших закусочных, небольших там санузлов элементарных, это же все можно делать. И люди готовы за это браться. Дайте им возможность. Вы сказали, что менталитет не пускает вот взяться за это, засучив рукава. Если несколько лет... Развейте эту мысль. Если несколько лет комитет по туризму, городские власти, республиканские, общественность не может наладить сферу санузлов в горных районах, в предгорье, но это же видно, очевидно, что-то их сдерживает, что происходит. Пригласите, огласите, выставьте тендер, пригласите иногородних, и они это все наладят, дайте им возможность. Это же тоже сфера бизнеса, индустрии. Ну, хотя бы можно было вот закусочные, которые может параллельно держать санузел, ну, дайте им возможность безналогового какого-то функционирования на какой-то период времени, чтобы они сами откроют эти санузлы. Но это же надо вот элементарно взять и заняться в конце концов этим. Ну, почему созрело вот проведение такого мероприятия? Потому что, ну сколько можно вот об одном и том же, что там сложного? Если, еще раз говорю, если нужна помощь предпринимателей, общественных деятелей, тех, кому не безразлична вот, происходящая ситуация, мы готовы приложить усилия и встать рядом с теми, кому это интересно, кто любит свой край и живет дома у себя в Осетии, в Северной и Южной Осетии. Вот это само название будущей встречи Осетия, Кавказская Швейцария, мы частенько слышим эту фразу, но вот вы сами искренне верите, что это возможно, и чего, наверное, на что мы должны в первую очередь сейчас обратить внимание, чтобы вот, ну, хотя бы наметить Вы этот знаете, путь? я вот и читал мемуары и Гоки Токати, нашего известного ученого, который много лет прожил за границей. Он бывал в Швейцарии, и он говорил, вот те же горы, которые в Осетии, я их помню, они, может быть, даже лучше. Но когда ты опускаешь глаза и видишь инфраструктуру, она совсем другая. Вот это и отличие. А так красоты у нас, вот Дегорское ущелье, я их буду перечислять, и все они, можно их вносить в список мировой. И эфира не хватит. И эфира не хватит, но в сфере туризма вот, гости, они бывают, ну, мягко говоря, потрясены красотами. Красиво, все у нас есть для того, чтобы к нам приезжали гости, они хотят приезжать. Но когда они глаза опускаем, мы видим уже вокруг происходящее, но это, еще раз я говорю, это элементарные вещи. Это элементарные участки небольшие, где можно создавать порядок. Люди за это могут браться, и это хотят это делать. То есть наводить порядок. Но тогда, наверное, можно считать, что ваша встреча, которая состоится еще раз 5 августа. 5 августа в Национальной научной библиотеке прекрасная площадка.
Там руководство, значит, спасибо им, они создали там тоже уникальный молодежный центр, уникальный вот по своим культурным значимым проектам. И мы там вот на этой площадке обсудим те еще раз наболевшие, важные моменты, которые мы, может, какой-то это сформулируем и передадим, опять же, руководству республики. Вы знаете, и это только первый шаг. Мы об этом будем говорить, настаивать, просить. Вы знаете, а к кому обратиться, если мы сами этим не возьмемся? На кого ссылаться? Вот я, вот что в моих силах, вот как частное лицо, я делаю шаг. Вот уже тот предприниматель, который возьмется за отдельно взятый участок, вот это уже половина победы. А полная победа, когда мы сами будем... Вот сейчас проспект, который мы... Удалось наконец-то его привести в порядок, да, вот, и прекрасно проложили плитку и так далее, хотя архитектурный план еще нуждается в реставрации. Но посмотрите новый парк, который удалось сделать вот в старой части города. Люди с удовольствием идут. Да сделайте им условия. Сколько скверов стоят нетронутыми во Владикавказе. Мы же живем здесь, дети живут здесь, это же матери, это же пожилые люди. Это же социальное самочувствие, оно и говорит само за себя. Человек хочет выйти в пространство, он где-то должен удобно себя чувствовать. Это скамейка элементарная, это дорожка элементарная. Но это же не мегапроекты. Ну, вот я и предлагаю считать эту встречу грядущую как раз тем самым первым шагом в направлении к тому, чтобы рано или поздно мы все-таки стали не то чтобы второй Швейцарией, но могли в чем-то даже ее превзойти. Совершенно искренне говорю, что вы вот делаете сейчас вот с коллективом творческим очень важную работу, потому что это не просто слова, очередной выпуск программы, а это, видимо, уже первый шаг вот, к фундаментальному изменению, чтобы мы начали иначе смотреть на... Но это к вашей фразе также отсылка о том, что нужно подходить сообща. Спасибо большое за приглашение. Спасибо В Осетии очень многим нравится, и мы, жители сами Осетии, должны более, может, отнестись к своему краю, бережно относиться. И с душой. И с душой. А этикет у нас, этикет очень хороший. Самые добрые люди, самые отзывчивые живут в Осетии. Это слова всех гостей, с кем мне удается переговорить и пообщаться. Спасибо вам, Теймураз. Всего доброго. До свидания. А у нас рекламный блок на канале. Не переключайтесь. Недавно поисково-спасательная служба МЧС России отметила свое 30-летие. Министр МЧС России Александр Куренков в своей поздравительной речи выразил благодарность сотрудникам и ветеранам подразделения. Созданная на базе туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров, поисково-спасательная служба сегодня представляет обширную систему органов управления различных формирований, таких как поисково-спасательная служба на акватории, поисковая кинологическая служба, служба медицинского сопровождения поисково-спасательных работ, служба по проведению специальных и особо опасных работ, Центр подготовки спасателей. И сегодня Виталий Иванов, заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Северо-Остинского поисково-спасательного отряда МЧС России, в нашем эфире расскажет о своей непростой, но такой важной профессии. Здравствуйте, Виталий. Добрый вечер. С прошедшим. Спасибо большое. Как отметили? Ну, скромно отметили. Сложно представить, что люди такой профессии могут также и отдыхать. Ну, приходится, потому что все время нельзя работать, накапливается стресс, и нужно просто отдыхать, жить полноценной жизнью. Какие мероприятия торжественные произошли вот в эту знаменательную дату у нас в республике? Напомните. Ну, 28 июля исполнилось 30 лет поисково-спасательным формированием МЧС России. Вот. Наш отряд образован одним из первых, то есть у нас есть сотрудники, которые уже в этом отряде работают по 30 лет. Двойной праздник, получается. Да, двойной праздник. Ну и, в общем-то, как обычно, проходило торжественное выступление, какие-то поздравления, награждения. Все самое просто и обычно. А в кругу семьи?
Как спасатели Ну, отмечают на самом круглые деле даты? у спасателей есть свой праздник. 27 декабря есть Мгм. День спасателя. Да. Вот тот праздник, конечно, спасатели отмечают с размахом, хорошо, и в кругу семьи, и в кругу друзей, и в кругу сотрудников. А 30-летие, ну, это как бы внепланово. Не всегда же бывает 30 лет Но это отряда. лишний повод отметить особо выдающихся и заслуженных Да, сотрудников, ваших да. коллег. Было такое, отметили. Вот. Вас Но в этот раз... в основном спасатели празднуют это в День спасателя. А Это вам в этот чисто раз их вручили праздник. какой-то там знак? Ну, в этом году нет. Нельзя же Только в каждый этом. год. А что, какой из вот этих, наверное, знаков оценки вашей работы греет душу? Или вы не обращаете внимания на регалии? Ну, конечно, обращаем мы, как и все люди, у нас есть эмоции. Лично для меня наиболее заслуженный такой знак — это тогда, когда я стал заслуженным спасателем Российской Федерации. А что этому предшествовало? Ну, я работаю в системе МЧС с самого начала, то есть с момента основания отряда. Вот, и предшествовала большая учеба, работа, различные командировки, выполнение поисково-спасательных операций, участие в чрезвычайных ситуациях. Ну, то есть достаточно обширный объем и учебной, и, так скажем, производственной жизни. С другой стороны, также мы, когда создавался отряд, приходилось много работать, строить, потому что мы начинали с чистого листа. Вот. То есть работы было очень много. А вы изначально понимали, куда идете и на что вас толкает ваша профессия? Ну, вот вы сами озвучивали, что поисково-спасательные формирования основаны на туристских и альпинистских организациях. Вот. В те годы я был альпинистом, и когда создавалось вот эти вот поисково-спасательные формирования, нас привлекли. Тогда мы еще, конечно, до конца не осознавали, какой большой объем работ придется выполнять в будущем, потому что вся основная наша деятельность была связана с горами. Вот. А как вы сами перечисляли, там есть и кинологические подразделения, и на акватории, и учебные центры, и многое другое на самом деле. Поэтому со временем пришлось многому учиться, переучиваться, перестраивать структуру. Ну, работа на самом деле большая. Это понятно. То есть вы обросли дополнительными навыками, умениями. Да. А с психологической стороны, насколько вы были готовы к тому, что брать такую ответственность на себя? Ну, наверное, в то время мы были не совсем готовы. И я, и мои коллеги. Вот. Но со временем и в структуре МЧС образовалась психологическая служба, которая тоже, да, так, они помимо того, что контролируют нас, следят за нами, вот, так они еще нас обучают, вот, чтобы и мы могли правильно подходить с этой точки зрения тоже. Мне хочется услышать какую-то историю спасения от вас. Наверное, вот в тот момент вы однозначно поняли, что в свое время сделали верный выбор. Вот такой опыт у вас, скорее всего, есть. Ну, поделитесь. На самом деле таких случаев очень много. Можно много сидеть, рассказывать. Ну, вот, наверное, из того, что вы сказали, наиболее запоминающийся был сезон дежурств на вершине, под вершиной Эльбруса. Мы сидели и смотрели, как заканчивался световой день, все группы спустились, уже вроде бы никого не должно быть, и тут мы в бинокль увидели две спускающиеся фигуры. Вот. Это были ледовые склоны Эльбруса. Они сначала спускались, а потом одна из фигур вдруг полетела вниз по склону. Ну, мы
Ничего не говоря друг другу, моментально начали собираться, достаточно быстро, оперативно собрались, потому что день заканчивался, погода портилась, нужно было реагировать, грубо говоря, очень быстро. Ну, вот наш отряд молниеносно собрался, вышел, уже стемнело. И когда мы подошли к пострадавшим, началась полная буря, пурга, дул сильный ветер. Вот. У пострадавшего оказались очень значительные травмы, там и были переломы и ребер, и берцовой кости. Вот. И нужно было в таких непростых погодных условиях правильно и оперативно оказать ему помощь и быстро транспортировать вниз. Ну и вот мы достаточно успешно все это быстро сделали. И где-то к середине ночи мы его спустили вниз и передали сотрудникам скорой помощи. Когда Вот. я слышу такие истории, наверное, не только у меня возникает вопрос, а для чего надо было сдержаться до этого времени, вот там на склонах, чтобы озадачить себя и других людей? Чем руководствуются люди? Вы потом с ними общаетесь? Иногда общаемся, иногда не общаемся. На самом деле в горах может происходить все молниеносно, может быстро меняться погода, может быстро меняться самочувствие участников, которые ходят в горах. Вот. Поэтому как бы наша основная задача — быстро работать, оказывать помощь пострадавшим. Поэтому, когда мы работаем, мы не расспрашиваем лишнее, как-то не разговариваем об этом. Мы просто выполняем свою работу. И иногда после того, как мы выполнили какую-то тяжелую работу, мы видели этого человека первый и последний раз в жизни. Может быть, мы его потом больше никогда не встретим. Ну, чаще всего именно так и происходит. Хотя бывали и обратные случаи, когда люди, когда выздоравливали, они приезжали, благодарили, ну и так далее. Такие тоже бывают. Но чаще, как бы, этого человека видишь первый вам не и обидно? последний раз. Ну, как сказать, если рассуждать с точки зрения эмоций, то может быть показаться, да, как-то и обидно. Но когда работаешь, ты больше думаешь о другом. Ты думаешь, вот сегодня этого человека спасли, завтра спасем другого. А людей-то много. А удается ли спасти всех? Думаю, что, конечно же, всех спасти тяжело. Поэтому система МЧС, она достаточно обширная, большая. Есть поисково-спасательные формирования, вот в которых мы работаем, которым нам исполнилось 30 лет. Есть и другие там подразделения, есть пожарные подразделения, есть военизированные подразделения. Поэтому их много. И как бы и все эти системы распределены по всей стране. В каждом уголке, в общем-то, можно встретить спасателей, родные души. Но я больше имела в виду вашу личную статистику. Вы ведете? Нет, конечно, не веду. Хотя у нас есть такой документ, называется «Книжка спасателя», куда мы обязаны заполнять все работы. И каждые 3 года мы проходим переаттестацию, мы представляем все эти работы, их как бы смотрят, проверяют. Ну, больше запоминаются какие-то неординарные случаи в горах, как вот этот вот случай, когда конец дня, все уставшие, и вот это произошло. Сюрприз. Да, сюрприз. Либо какие-то очень сложные случаи, про которые, ну, не очень бывает приятно рассказывать кому-то о чем-то, потому что наша работа, по большому счету, она включает в себя много тяжелых моментов. И вот именно то, что вы говорили, психологически тяжелых. Мы очень часто видим смерть, грубо говоря, кровь, ну, пострадавших людей, горе. И с годами, в общем-то, наверное, нас это все черствит. Вот. А вас самого приходилось спасать? Ой, слава богу, с этим все нормально. Вот, потому что я еще и занимаюсь скалолазанием, и горными лыжами, и альпинизмом. Вот, сколько ходил в горы, нет. Слава богу, все нормально. Мы всегда... Я тоже постучу. Да, спасибо. А вообще спасатели суеверные? Думаю, что да, потому что, Какие еще есть раз такие? говорю, мы сталкиваемся со всеми вот такими моментами, и есть
некоторые настолько непонятные моменты, где вот вроде бы должно случиться, а не произошло. И как бы какие-то знаки, они откладываются на подсознание. Поэтому думаю, что да, суеверие. А поделитесь ритуалами. Ну вот что-то, что первое пришло на ум. Наверное, у каждого свои ритуалы. Вот, допустим, руководитель группы, он может как-то опрашивать участников перед какими-то работами. Ну, водитель может постучать по колесу. То есть у каждого оно свое. У кинолога он там погладит собаку, у водолаза он проверит свое снаряжение еще раз. Ну, у каждого по-своему. А вы чем пользуетесь? Ну, специфика моей работы больше относится к горам. То есть я работаю в высокогорном подразделении. Вот, и, конечно, мне более импонирует это альпинистское снаряжение, горная природа, горы наши. Ну хорошо, может быть, вы имена придумываете своему снаряжению, какой-то там важной его части, например. Вот знаете, как автомобилисты разговаривают со своим автомобилем? Нет, да? Ну, как бы не хочется углубляться в это. Вы просто не тему. хотите раскрывать, потому что тогда этот Возможно. ритуал не будет работать. Да, Правильно делаете? Что ж, и напоследок я от вас, наверное, попрошу, ну, такую памятку тем самым туристам, любителям высокогорных подъемов и спусков. Вот чтобы не было таких сюрпризов, о котором вы рассказали, да, как себя вести грамотно? Ну, самое главное в любом деле — это быть подготовленным к тому, что у тебя предстоит. То есть никогда не занимайтесь тем, к чему вы не готовы. То есть любой турист, альпинист, он должен быть, уровень подготовки его соответствовать тем требованиям, которые необходимы для данного похода или восхождения. Это самое главное. Во второе, должна быть четкая организация. Должен быть руководитель группы. А когда четкая организация, соответственно, это регистрация в структурах МЧС. Все мероприятие должно проводиться по программе. То есть выход, возвращение, все должно быть спланировано. Вот. Мало того, помимо этого, возможно, что может быть и спланированы даже какие-то внештатные ситуации. Они тоже планируются. И если предусмотреть все вот эти моменты, то, конечно, любое мероприятие в горах, туристский поход, восхождение, они будут успешными. И дай бог, спасибо вам большое и еще раз с юбилеем. Не за что. Спасибо вам большое, что вы вот поздравили, что уделили внимание. Меньше Спасибо. работы вам желаем. Спасибо. Реклама на канале, не переключайтесь. В Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра на суд зрителя был представлен балет Валерия Суанова «Парфюмер». Зал рукоплескал, но к теплому приему главному балетмейстеру республиканского филиала Мариинского театра, ровно как и артистам труппы, не привыкать. Сегодня главные лица балета в нашей студии спешат рассказать о своих впечатлениях. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. Валерий, ну вы довольны? Ну, сказать, что я доволен, как говорится, вообще ничего не сказать. Мне кажется, сейчас какая-то отправная точка в моей профессиональной карьере. Мне кажется, что именно вот это событие является какой-то отправной точкой, как мне кажется, в мир большого искусства. Подождите, но вы давно уже в мире большого искусства. Как Да. можно считать именно эту отправной точкой? Ну, мне кажется, что мы совершили какой-то огромный шаг. Возможно, это маленький шаг для Мариинского театра, но для нашей республики, для нашей труппы это огромный скачок. А когда вы брались за постановку, вы ну, так и представляли, вот, наверное, финальную сцену своей задумки? Ну, я признаюсь честно, я мечтал об этом. То есть предполагал, закрывал глаза, что вот я выхожу на сцену Мариинского театра в Санкт-Петербурге, там дирижирую процессом, выставляю свет, заикаюсь уже от переполнения эмоциями. За видом ставим декорации, и начинается спектакль, и в финале мы выходим на поклон. Но
это свершилось, и мы счастливы, довольны очень. Действительно был аншлаг. Переаншлаг, я бы даже сказал. У нас есть письменное подтверждение этому. Это, мне кажется, больше не наша заслуга. Это все-таки Мариинский театр так работает, так слепо этому театру зритель доверяет, что понимает, что абы какой спектакль туда не привезут, и есть какой-то жесточайший такой отбор репертуарный, и мы вошли туда. А раз уж вы сказали о жесточайшем отборе, вами ведь он тоже был проведен. Вы имеете в виду труппу? Конечно. И проводится по сей день. Мне кажется, что... Не мне кажется, я знаю. В нашей труппе собраны лучшие артисты этой республики. И я даже одного человека не могу назвать артистом кардебалета, потому что все личности, все очень глубокого нутра. И я очень... пристально вглядываюсь в душу каждому своему артисту и знаю, что смогу вытащить в нужный момент. Ну тогда расскажите, что вы увидели в душах Виолетты и Азамата. Азамат, мой бывший студент, ныне солист филиала Мариинского театра, бунтарь по натуре, очень несдержанный, экспрессивный, очень эмоциональный. Азамат, вы согласны с такой вашей характеристикой? Более чем. Продолжайте. Была задача просто найти подход к этому человеку, к этому артисту и огранить его, как придается огранке алмаз. Ну, а Виолетту, видимо, и не пришлось особо обрабатывать. Вы знаете, Она и так сверкает. Она уже обработанная была. Вы знаете, очень сложно взаимодействовать вообще с артистами. С артистами балета архисложно, потому что это, помимо того, что это невероятно сложная профессия, и очень сложно там существовать чисто даже психологически. Я не говорю уже о колоссальных физических нагрузках. Естественно, бывают срывы, и ты должен всегда держать максимальный градус концентрации, вести артиста до премьеры. А так как путь у нас был очень долгий, мне стоило это очень больших усилий, чтобы никто не сорвался, никто эмоционально не сломался. И я их довел до финального этапа, то есть до поклона. И это было очень важно сделать. Виолетта очень талантливая, балерина с идеальными, изящными линиями, очень глубокого нутра. Она как драматическая артистка, так может быть и гротесковой артисткой. Прекрасные внешние данные, очень красивая девочка. Я никогда не скуплюсь в комплиментах своим артистам. Всегда хочу быть с ними предельно искренним, чтобы они чувствовали это всегда, чтобы они мне доверяли. Виолетта, вот много таких теплых, добрых слов сказано в ваш адрес. А всегда ли Валерий так щедр? Ну, И расскажите о его другой стороне, если она есть. Это сейчас. нет, он у нас очень мягкий, отзывчивый и справедливый. И с ним очень комфортно работать, поэтому вот как он сказал, что он старается подстроиться под каждого артиста, так оно и есть. И поэтому с ним работать одно удовольствие. Но кажется, будто бы артисты должны подстраиваться под волю балетмейстера. Дело в том, что я в работе бываю очень часто деспотичным. Азамат, верно? Я вот тут я не соглашусь. Спорят с вами? Ну, бывает и... Но в чем частенько. проявляется ваш деспотизм? Ну вот бывает такой момент, когда у артиста начинается какой-то внутренний протест, и нужно или какими-то профессиональными тезисами доказывать, что ты здесь полноправный начальник, и твое мнение не должно обсуждаться. И это при том, что они часто предлагают какие-то, допустим, вещи в той или иной постановке, которые бывают актуальны и периодически даже лучше, чем твоя собственная идея. То есть они озвучивают там какие-то такого рода идеи, и я их или принимаю, или нет. То есть я
не жестко там отрицаю, нет, вы еще там маленькие, я уже большой дядя, я сам лучше знаю. Нет, я к ним прислушиваюсь. Но без диктатуры в этой профессии, конечно, никак. А вы взяли на вооружение какие-то предложенные приемы вашими артистами? Азамат часто любит там поставить, поруководить процессом. А вот что если, я говорю, нет, а может вот так, возможно, а если, ну попробуйте. Ну и вот так у нас протекает. Азамат, а самое вот такое криповое предложение, которое вы внесли, вспомните? Так все они бывают криповыми. Просто я подхожу к этому со словами: у меня есть предложение, но вы можете его не рассматривать, просто послушайте. А дальше уже как оно будет обрабатываться. А когда вы рассматривали кандидатуры на роль, главную женскую роль этой прекрасной рыжеволосой, напомните мне имя? Лаура. Лаура. Девушки Лауры, вы сразу поняли, что это Виолетта и никто больше? Ну, да, безусловно, сразу, потому что Виолетта на сегодняшнем артистическом небосклоне одна из самых ярких артисток нашего театра. И выбор сразу, конечно, пал на нее. Но также я рассматривал параллельно и других артистов, которые могли бы на этой роли вырасти. И я просто делаю всегда акцент на ней, и остальным говорю: давайте делайте тоже свои образы, чем-то удивляйте меня, я буду это брать на вооружение, буду работать с вами. Виолетта, а когда вы поняли, что вам улыбнулась фортуна, и вы получили главную женскую роль этого балета, вы не испугались? Нет, а чего бояться, просто наоборот приложить больше усилий, больше работать, вот и все. И прислушиваться к нашему руководителю. Бояться нечего. То есть вы ответственных людей берете в труп? Ну, иногда безответственных. Но, понимаете, идеальных артистов нету. Так или иначе, с каждым нужно работать. И этот труд огромный. Это и оттачивание профессионального мастерства, это и психологическое воздействие, это и мотивация, как творческая, так и финансовая. То есть все это очень аккуратно нужно настраивать. Очень важно не переборщить там в каких-то моментах. А сразу ли вы поняли, что хотите работать с Давидом? Вы сказали, что когда представляли вот только результат своей работы, да, там где-то и Давид появлялся. Да? Давид очень талантливый художник. На сегодняшний день один из самых талантливых сценографов, хотя учился он вообще на другую профессию. Но на какую, Давид? Транспортный дизайн. Транспортный дизайн. Он создавал автомобили. А сегодня я понимаю, что этот человек может творчески мыслить, у него очень масштабное мышление, очень трудоспособный и невероятно трудолюбивый. То есть один и тот же макет он может переделать за ночь 50 раз, и я вижу, как его творчество завораживает и как рождает в нем большие эмоции, и он горит на самом деле этим делом. А, Давид, я так понимаю, что вы непосредственное отношение имеете к костюму. Да, да? в том числе. Вот я должна вам выразить свое восхищение, потому что, конечно, артисты прекрасны, постановка прекрасна, но костюмы я просто рукоплещу вам. Выражаю благодарность. Откуда вы... Что? Выражать благодарность. Откуда вы черпали вот это вдохновение? Ведь эти костюмы, они... Не сказать, что они чересчур вычурные. Нет, это вот именно та грань, когда ни больше, ни меньше. И они вместе с тем и воздушные, и летящие. Делитесь. Ну, наверное, вернемся к самым истокам. Вот, к транспорту. Нет, не настолько. На пару годов вперед. Когда мы только приступили к работе, была уже известна музыка, но основная, и, можно сказать, я ей вдохновлялся. Она довольно яркая, выразительная, и именно слово «яркое» самое хорошо характеризует качество костюмов, и, наверное, оттуда. Ребята, а удобно было танцевать в этих костюмах? Более чем. Да. Мне было удобно.
комфортно. Особенно в финальном костюме. Он вообще Он самый иронизирует. удобный. Валерий, ну, вернемся тогда, вот как Давид уже предложил, к истокам. И когда вы решили взяться за эту постановку, почему парфюмер? Ведь популярность парфюмера, она была, ну, где-то там в нулевых, да, я помню, в метро зачитывались все «Зюскиндом». Да, было такое. Да, а вы сейчас к этой теме вернулись? Я просто предположил, что тема запахов и их визуализация на сцене будет еще долгое время будоражить умы потенциального зрителя. Да, и всем будет интересно, как минимум, как режиссер, как художник это решит. И чисто даже вот отталкиваясь от этого, я предположил, что мы будем собирать огромное количество залов. Ну, то есть для нашей республики сегодня, вот на сегодняшний день мы только в республике собрали 8 аншлагов подряд. И я предполагаю, что это не предел. И вот в Питере прошли там 9-й и 10-й спектакли, и тоже 2 аншлага. И предполагаю, что мы будем делать спектакли, которые также будут трогать сердца людей, и это не наш еще рекорд. А как же любовная линия? Которой не было ни в книге, ни в фильме. Ну, почему? Вот я проглядела внимательно либретто. Да, нет, это мое авторское либретто, где я сквозным линиям пропустил любовь Гринуя и Лауры. То есть эта драматургическая нить пронизывает абсолютно все произведение, весь балет. Этого не было. И мне показалось, что балет без любви будет немножко пресноватым. Хотя фильм самодостаточный, и книга, мне кажется, потрясающая. Но я добавил туда немножко драматизма, да, поставил Гринуя перед выбором или аромат и дело всей его жизни, или любимая девушка. Самый главный цветок его жизни. И мне кажется, это тоже будет очень сильно цеплять зрителя и заставить сопереживать Гриную. Как я сказал ранее, обещаю вам, такого Гринуя вы еще не видели никогда, такого трогательного, такого любящего, такого яркого и глубокого. Это правда. А ваше рассуждение по поводу любви как чувства в либретто, вы помните? Ну, помните. Всегда ли может уронить любовь в пучину страстей? Да, а чрезмерное ее... То есть любовь может быть чрезмерной? Мне кажется, да. Все должно быть в меру, должна быть какая-то золотая середина, и голову терять нельзя, потому что эта пучина может поглотить вас, потому что любовь — это самое совершенное чувство, которое может быть вообще создано в том числе и на сцене. В том числе и на сцене. Я считаю, что без любви это все будет пресно. А Гринуй, по-вашему, он... Ну, это диагноз? Это, мне кажется, Гринуй является... Или это любовный все-таки герой? Нет, он не герой-любовник, он вообще, если вы помните, автор его описывает практически уродливым человеком. Ну, для меня это диагноз, для меня там все понятно. Тем удивительнее было наблюдать вот эту линию на сцене. И... Я придумал другую формулировку, и она звучит как заложник своего дара. То есть называйте это диагнозом, ну почему нет? А у Гринуя, как у персонажа, есть какие-то черты, например, артистов балета? В частности, Азамата? Например? Да, есть, безусловно, есть. Он настолько же одержим просто своей профессией. Вы его можете лицезреть в репетиционном зале, он там бывает один из первых и уходит самый последний. Вместе с Виолой. Виола вообще хочет там жить, перебраться. Дома вообще говорят, зачем ты вообще еще приходишь, через 7 часов тебе опять уходить. Да, оставайся на работе. Поэтому похоже, вот, допустим, этой одержимостью вот, своей профессией. Ну и в ряд качеств, которые ему свойственны. Но, тем не менее, он совершил колоссальный скачок именно в трансформации. Он очень многое преодолел в себе.
Например? Ну, он такой достаточно яркой внешности, харизматичный парень. И я его ломал и делал таким немножко трогательным, немножко ущербным в каких-то сценах. И ломать себя в этом направлении, когда ты харизматичный, молодой красавчик, всегда достаточно сложно. И за счет пластики, за счет того, что мы внутренне к этому приходили, мне кажется, ему это удалось. Сколько зрителей? Так, ну, порядка, ну, больше 5000 зрителей, наверное, посмотрели нашего парфюмера. Я думаю, они подтвердят мои слова. Азамат, а что своего вы привнесли в этот персонаж? Своего... Там есть кусочек Азамата в Гринуе? Там не один кусочек. Ну, весь этот гринуй состоит из Азамата, но из других каких-то кусков, с которых собирал Валерий Русланович. Их просто надо было как-то достать из меня и собрать их в этот пазл. А так, ну, практически все элементы это я, они все мои, и весь этот образ создан просто из мельчайших каких-то моих качеств. Виолетта, а в процессе создания костюма Давид, конечно, руководствовался своим воображением, своим пониманием того, как оно должно быть, но все-таки ваша героиня такая чарующая, тоненькая, нежная. Вы к этому приложили какую-то руку? Свою? Да, она вся такая маленькая девочка. Вот мне было именно тяжело передать маленькую девочку. То есть Валерий Русланович пытался выбить из меня маленькую девочку, которая у меня изначально, ну, правда, не получалась. И было тяжело, но ничего, вроде бы справились. Вот. А так она, может, чем-то похожа и на меня. Такая же хрупкая, тоненькая, как вы сказали. А вот это тоже любовная линия, но уже любовь отца и дочери. Вам сложно было это? Нет. Нет. Вообще не сложно. Почему? Вы черпали откуда вот эти эмоции? Снутри. То есть ваши отношения в семье вам дали какую-то базу, чтобы это... Да, Вот ну, просто... то есть, когда я с отцом танцевала, я как бы это все изнутри шло. Ну, у них очень такие же трогательные, трепетные отношения с отцом, и мне кажется, она проводила такую параллель. Я, зная о их взаимоотношениях, предполагал, что ей достаточно легко это будет сделать. И, ну, действительно не было проблем в реализации именно вот этих фрагментов. А с чем были проблемы? С чем были проблемы? Не совсем. Их столько было. Были проблемы с выпуском спектакля. Он неоднократно переносился. Была пандемия, была реконструкция театра. Мы только падение комет не пережили, а так пережили практически все. Но... Да мы уже выпустили, не страшно. Мы подвели такую черту. Мы очень ярко завершили театральный сезон. Нас очень сильно воодушевил маэстро. Он спустился к нам после спектакля, посмотрев оба акта, хотя мы все знаем занятость Валерия Бесаловича. И нам было очень приятно и лестно, что Валерий Бесалович спустился к нам и провел с нами около 30-40 минут. Еще сложность заключалась в том, что у нас первый спектакль был в 6 часов, а второй спектакль в 9 часов вечера. И у артистов была возможность после его вдохновляющей речи просто переодеться в другие костюмы и сразу выходить на сцену. И они вот были Все успели? измотанные, уставшие, но их так вдохновила речь Валерия Бесаловича, что второй спектакль прошел гораздо лучше. Вот, по моим ощущениям. Что ж, спасибо вам большое. И я напоминаю, что если кто вдруг каким-то образом не попал на спектакль, да, то у нас на канале выйдет фильм, Так. да, посвященный вашему балету. И в скором времени, я надеюсь. А пока что мы дадим вам возможность посмотреть тизер. Так что анонс вашему вниманию. А вам еще раз спасибо. Спасибо, Рукоплещу. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.